Улицы Пятигорска встретили журналистов осенней прохладой и снегопадом. Но тренинг-семинар в Конгресс-холле Центрального отеля стартовал с диалога на теплой ноте. Мы здесь не для того, чтобы учить вас, как надо работать. У нас есть достижения, которыми мы хотим поделиться с вами. Подчеркивает советник программы сотрудничества Совета Европы и России Лос Уиллимен из Голландии. Главное, заявляет представитель международной группы, это прозрачность работы полиции. Причем степень открытости информации должна быть неполной. Например, во время следствия афиширование формы работы полиции для поимки преступника может даже помешать его розыску. В любом случае, по словам представителей Совета Европы, общественность должна видеть результаты деятельности полиции. Важно, чтобы наши сотрудники понимали, что полиция играет важную роль. Полиция также должна признавать, что и журналисты играют важную роль. Многое поэтому зависит от сотрудничества полиции с общественностью, поддержки стороны общественности. Не менее важно и показывать общественности с помощью СМИ случаи нарушений со стороны полиции, как, например, в Лондоне в апреле 2009 года на демонстрации антиглобалистов при встрече Большой Двадцатки. Американский турист Лом Линсон в толпе демонстрантов был грубо сбит с ног полицейским, причем встать на ноги ему помогли прохожие, а не блюстители закона. Любое нарушение закона полиции должно доноситься до общественности, заявляют на тренинг-семинаре. Это означает, что законодательство, которое регулирует деятельность конкретных правоохранительных органов, должно быть четким и ясным, доступным общественности. Люди должны знать, как действуют правоохранительные органы, они должны знать собственные права. 3 базовых принципа работы журналиста при взаимодействии с полицией – это ничего не предполагать, никому не верить на слово и проверять все, подчеркивают представители Совета Европы. Также никогда нельзя в сюжетах упоминать национальность преступника, так как это может вызвать национальную рознь. По словам участников делегации Чеченской Республики, в нашем регионе каждый год проводится опрос общественного мнения об отношении людей к деятельности полиции. При взаимодействии СМИ с правоохранительными органами последние всегда идут на контакт. В данном случае я могу от себя лично заявить, что каких-то проблем у меня, по крайней мере, в этом не возникало, учитывая то, что приходилось работать по очень тяжелым материалам. Это и жилищный фонд, это и земельные вопросы, это и квартирные проблемы, и фактически ни один из этих материалов не вызывал какой-то такой бурной, скажем, реакции со стороны представителей правоохранительных органов. У нас есть постоянный контакт с правоохранительными органами, с пресс-службами. Наши уважаемые коллеги говорили о том, что в западных странах практикуется выезд журналистов вместе с полицией на какие-то там операции, да? У нас это тоже практикуется. После завершения первого дня семинара мы общаемся с Данканом Кэмпбеллом, экспертом Совета Европы и репортером английской газеты «Гардиан». Нас интересует отношение британского журналиста к трансляции на чеченском телевидении рейдов ГАИ при задержании водителей в нетрезвом состоянии за рулем автомашины. Этично ли афишировать имена и фамилии таких правонарушителей? У нас в Англии есть специальная рубрика в газетах, на радио и телевидении, посвященная правонарушениям на дороге. Мы выдаем общественности имена нарушителей. Это нормально. Такие меры в СМИ помогают снизить дорожные преступления. На второй день тренинг-семинара представители полиции Германии поделились своим опытом взаимодействия со СМИ, рассказали историю развития немецких масс-медиа. По словам Клауса Лакмана, представителя полиции земли Северный Рейн-Вестфалия, полицейский всегда должен давать журналисту профессиональный ответ по любой теме происшествия. Это лучше, чем никакой ответ. Ошибки в работе полиции всегда неизбежны, но главное – работать над их исправлением, показывать эти меры общественности. Действительно, очень важно следовать в ногу со временем и сотрудничать со СМИ, и иметь доступ к информации. Конечно, для этого вам нужно готовить ваш персонал. Также на семинаре коснулись темы запрета сайтов, пропагандирующих насилие и экстремизм, например, фашизм, национализм и радикализм в религии. Это общая головная боль и Европы, и Чеченской Республики. Тут также необходимо тесное взаимодействие полиции и СМИ. В
В конце программы представители полиции Германии разъяснили свои формы подачи информации для масс-медиа в виде пресс-релизов, веб-сайтов, СМС и аудиосвязи. После завершения тренинг-семинара представители Совета Европы признали, что они были приятно удивлены открытостью и отзывчивостью диалога с делегацией Чеченской Республики. В ближайшее время Ло Сулеймен, советник программы сотрудничества Совета Европы и России, намерена предложить своему руководству вторую встречу по обмену опытом взаимодействия полиции и масс-медиа. Встречу уже на территории Чеченской Республики, в Грозном. Адлан Дудаев, Муса Харсиев, Заур Магомадов. Новости.